Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите еженедельное интервью главы Республики Ингушетия Юнусбека Евкурова. Юнусбек Бангиреевич, Садик Халшин. Ассаламу алейкум. Садик Халшин. Добрый вечер, уважаемые граждане Республики. Эта неделя выдалась довольно насыщенной. На встрече с представителями профсоюзов республики обсуждались проблемные вопросы касаемо охраны труда. В области охраны труда вы дали поручение усилить работу в таких направлениях, как своевременная оплата труда, выплата пособий и других выплат. На ваш взгляд, у профсоюзов достаточно авторитета, чтобы влиять на такие вещи? Ну, во-первых, профсоюзы сами должны этот авторитет и беречь авторитет, который уже есть, а он есть бесспорно, ну и плюс нарабатывать этот или укреплять этот авторитет. Мы сегодня, говоря о деятельности профсоюза, должны думать, в первую очередь, о человеке, о людях, которые, к сожалению, сегодня, работая сутками, при этом не имеют пенсионных отчислений. То есть они как в рабстве, только чтобы работодатель не отчислял эти пенсионные отчисления и не платил налоги. Эти люди работают, как принято говорить, там неучтенная рабочая сила. Вот здесь должны профсоюзы работать вместе с властью и с инспекцией труда, наводить здесь порядок. Это одна форма, то, о чем я попросил профсоюза. Второе, конечно, это зарплата, чтобы все получали заработную плату. Третье – это те формы услуги, в том числе отдыха. Ну, раньше, если брать там все путевки, все мероприятия, которые проводились рабочими, я имею в виду отпускные, отдых, там, санаторный, курортный, это, конечно, проходило в советское время через профсоюзы. А сегодня это другая форма, поэтому профсоюзы должны добиваться отчисления в профсоюзной организации там, или Министерства здравоохранения, образования или других министерств тех средств, которые предназначены. Но при этом их показывают, куда, на какие цели они идут, тогда и авторитет будет выше у профсоюзных организаций, ну и отчислять будет охотнее. Почему? Потому что люди понимают, что они идут все равно на их цели, на их нужды. Плюс ко всему этому, конечно, защита тех или иных рабочих, которые тоже страдают от произвола работодателей или чиновников. В том числе незаконное увольнение и ряд других вещей. Поэтому это такая кропотливая, тяжелая работа у профсоюзов. Они между двух ударов, между молотом и наковальней. Почему? С одной стороны, их не приветствуют чиновники, руководители, почему? Работодатели, почему? Потому что им нужен лишний контроль. А с другой стороны, они постоянно получают критику от самих рабочих, которых они обязаны защищать. Поэтому, учитывая это, конечно, профсоюзы должны стойко держать этот удар и наращивать свой потенциал. Я всегда поддерживал и буду поддерживать наши профсоюзные организации, тем более, еще раз подчеркну, они с каждым годом налаживают работу, делают ее лучше и более эффективно, чем это было раньше. А вы считаете, что они справятся, да, с этой задачей? Они обязаны справиться. Это процесс, он долгий процесс, не то, что он долгий, он бесконечный процесс. Почему? Потому что у работодателя своя оценка истории ситуации, у рабочего своя. У того свои хотелки, здесь другие хотелки. Вот профсоюзная организация, конечно, должна в этих хотелках разбираться и максимально защищать интересы рабочего. Вот задача профсоюзных организаций. Перейдем к теме сельскохозяйственной отрасли. Вы дали поручение проверить все крестьянско-фермерские хозяйства республики с целью установления реального процента обрабатываемых земель и установления деятельности аграриев. Мы имеем хорошую господдержку, добротные земли, специалистов, но вы все же отметили, что положительных каких-то сдвигов нет все же. Как вы считаете, необходима ли региональному Минсельхозу реформа и на какую урожайность в этом году мы можем рассчитывать? Мы как бы не говорили о том, что индекс промышленного производства или сельхозпроизводства растет. Тем не менее, мы должны понимать, что есть знаковые вещи, фундаментальные вещи, в том числе в развитии агропромышленного комплекса.
И здесь мы от других регионов отличаемся тем, что у нас есть блок, связанный с государственными унитарными предприятиями, ГУПами так называемыми. То есть у нас есть контрольный пакет над землями Минимуш, Минсельхоз, и большее количество земли, конечно, в руках государства. Это хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, есть так называемые АКОРИ, крестьянское фермерское хозяйство, ассоциация крестьянских фермерских хозяйств, у которых есть тоже немалая часть земли в руках. И когда Министерство сельского хозяйства или в целом правительство разрабатывает план развития АПК и деятельности этого органа на год, то здесь очень мало учитывается крестьянское фермерское хозяйство, а личное подсобное хозяйство вообще не учитывается в своем большинстве. Это огромное вложение, огромный фронт работы. И в процентном соотношении к индексу сельхозпроизводства крестьянское фермерское хозяйство больше дают процентов, чем ГУПы. Поэтому здесь не обращать на это внимания нельзя. Это правило игры. Второе, это то, что нет, я не скажу, что хуже. У нас с каждым годом все лучше и лучше, но опять же мы с экономическим советом, с другими специалистами смотрим, и Министерством экономики, и Росстатом смотрим, что это может быть более выше, более качественно, просто надо дорабатывать. Здесь есть там в некоторых местах простая недоработка. Здесь, когда мы говорим о развитии АПК, когда мы говорим про крестьянское фермерское хозяйство, я здесь упускаю вопрос по личным подсобным хозяйствам. Почему? Потому что здесь я дал поручение отдельную программу сделать с учетом опыта регионов, как там можно поработать так, чтобы житель села в своем личном подсобном хозяйстве начал работать. Земли не запускал. Почему? Потому что у нас многие огороды десятками лет не спахиваются даже. Это неправильно. Поэтому селекция земли должна быть, и земли должны спахиваться. А вот крестьянское фермерское хозяйство, здесь проблемы. Есть в большинстве своем, которые добросовестно работают, но есть часть, и их немалая, которые становятся феодалами, получили в государстве землю бесплатно и сдают их в субаренду нескольким людям. И за счет этих процентов продукции, которые растут на этих землях, живут. А это плохо и для рынка. Почему? Потому что человек, который взял землю в субаренду участника, а есть еще там даже в субаренду берущие, он вынужден 20% отдавая так называемому хозяину, на 20% повышать цены на рынке, на эту продукцию, которую он там производит. А это законно вот так вот это давать? Незаконно, конечно. Это нельзя делать. И мы сейчас этим занимаемся. Но это тоже недоработка и глав муниципальных образований, и руководства АКОРИ, и непосредственно Министерства сельского хозяйства. Здесь все должны работать, чтобы это выявить. Это первая задача, чтобы выявить тех, кто сдает землю в субаренду, и изъять у них эту землю. Я скажу так, что мы за последние 2 года или 3 года более 2700 гектаров изъяли. Вот таких недобросовестных. Второе, когда человек работает, но почему-то сажает нерентабельную продукцию, даже в ущерб себе. И потом начинаешь разбираться, почему он это делает, и он постоянно в списках получателей грантов. То есть он чисто, тупо, вот что-то якобы делает на поле и работает только для того, чтобы гранты получать. Тоже здесь тема. Почему нету заказа для крестьянских фермерских хозяйств, тем более для тех предприятий, которые мы уже построили, да, ГУП, там, переработки там, и так далее, и так далее. То есть заказ должен быть. Если это кукуруза, то мы должны понимать уже в этом году осенью, кто будет эту кукурузу закупать, по какой цене и какой у нас прибыль. Вот здесь тоже нет контроля, то есть отдан на откуп так называемым крестьянским фермерским хозяйством. Третье, это когда мы видим в целом комплексе человек, который получает в аренду землю, он защищает бизнес-план. То есть написано, что он будет делать вот это, вот это, вот это, и что он планирует там делать, когда защищал проект и получал землю. А на выходе 0 получаете.
Ничего не делает из того, что написано в бизнес-плане. Вот ревизии этих бизнес-планов изначальных и дальнейшие действия этой земли нету. И в том числе я понимаю, что если в бизнес-плане прописано одно, а человек может пересмотреть свои взгляды, может там поменяться там сама процедура или там производство может поменяться. Но это должно быть все равно там документально и комиссионно оформлено, а не так, что человек сам принимает решение. Вот этого контроля нет. Плюс есть у нас ряд населенных пунктов, где люди получили земли, вообще не находящиеся в этом селе. Они вообще не числятся в этом селе, с других сел, других муниципальных образований. И здесь тоже возникает вопрос, а почему вы даете этим людям? Почему? Потому что в этом селе есть граждане, которые сами могут эту землю обрабатывать. Потом есть в очереди стоящие, чтобы обрабатывать землю, получить. Семьи, где по 3, по 5, по 6 человек в семье получили, пользуясь служебным положением, земли. А в других семьях, там, где могут тоже, не могут получить. Здесь тоже проверка, о том, что мы с прокурором республики об этом проговорили, чтобы серьезно это дело проверить. Ну и ряд вещей еще, в том числе, есть у нас ряд таких деятелей крестьянских фермерских хозяйств, которые получили в Россельхозбанке, в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства, в Минсельхозе огромные суммы на поддержку, в том числе кредиты. И есть суммы там 5, 7, 10 миллионов, а есть до 60, до 100 миллионов доходит кредит. Но они, имея кредиты, им другие организации не имеют давать кредиты, если человек не погасил первый кредит, все равно получать в других местах. Здесь чистейшее уже уголовное дело. И я дал поручение, что выйти на уголовное дело по таким людям и вместе с Россельхозбанком провести самое тщательное расследование и привлечь к ответственности, вплоть до изъятия земель теперь. Поэтому эта работа идет, но подчеркиваю, для наших граждан республики и главам муниципальных образований задача поставлена на Общественном совете муниципальных образований, сельских поселений. Мы будем смотреть, кому перераспределить, если мы до этого дойдем, эти земли, которые мы изымаем. И те семьи, которые в состоянии работать, которые знают, что такое земля и привыкли работать, добросовестно, да, они получат эти земли. И, ну, если говорить, то мы хотим систематизировать эту работу, наладить эту работу так, чтобы и ГУПы, и крестьянский фермерский хозяйство, в целом агропромышленный комплекс давал совершенно другие результаты. Не только там индекс сельского роста, сельского сельхозпроизводства, а конкретные цифры, которые нам сегодня нужны. Поговорим о некоторых новшествах. Государственная телерадиокомпания «Ингушетия» с 5 марта официально уже перешла с аналогового на цифровое вещание. Можно ли сказать, что вот благодаря вот этому переходу АГТРК «Ингушетия» вышла на качественно новый уровень? Ну, сегодня нашим жителям сложно оценить аналоговую с цифровым. Почему? Потому что НТК «Ингушетия» с первого секунды работает в цифровом режиме, и качество показа мы видим, да, великолепное. Поэтому люди уже забыли, что такое аналоговое и что такое вообще там туман на экране, да, или видимость там такая хорошая. Но те, кто смотрит в АГТРК, они, наверное, замечают разницу между аналоговым и цифровым. И, конечно, люди должны переходить на цифровые. И здесь вопрос, насколько они оперативно к этому перейдут. Если вопрос в покупке телевизоров, то уже люди сейчас, покупая телевизор или планируя купить телевизор, должны понимать, что лучше его купить сразу же там 2 в 1. То есть уже где же в телевизоре монтирован приемник сам по себе. Если у других там старые телевизоры, это уже там реклама есть, все объясняют, то купить приставку, она стоит где-то там в пределах 500 рублей, там не помню сколько. Но при этом я дал поручение, чтобы не было скачка цен, не было там каких-то таких напряженностей на рынке в этом направлении. Определиться с теми, кто занимается поставками вот таких приставок, договориться с ними, чтобы до конца года цены на эти приставки не поднимались, чтобы они не были выше там, того, что они сегодня есть. Я думаю, что мы к этому придем. Отдельно по этому поводу мы совещание, в том числе и
поставщиками этих приставок мы проведем, будем держать на контроле. А, конечно, это, опять же, еще один шаг в завтрашний день. Я помню, когда и Владимир Владимирович, и Дмитрий Анатольевич Медведев ставили задачу по этому поводу. И помню доклад министра связи Российской Федерации Никифорова, доклад президенту страны, когда говорил, что мы переходим на вот такие новые, там, совершенно новые системы. И РТРС России, конечно, в этом направлении плотно работает. И в ближайшее время, это уже этот год, конец года, до конца года, все будет переведено на цифровое оборудование. Как известно, внедрение в Ингушетии единой государственной информационной системы социального обеспечения находится на стадии завершения. Эта система, как известно, позволяет получать гражданам и органам власти информацию о мерах соцподдержки. Что можете сказать об удобстве и эффективности новой системы? Мы должны добиться, чтобы эта единая система заработала, информационная. Она удобна тем, что каждый человек, вот здесь уже это связано в том числе и с минимизацией коррупционных явлений. У нас много моментов, когда к человеку приходит, там, если мы проверяем по некоторым там, средствам, которые идут на субсидии, для льготников. Мы когда проверяем органам правопорядка или контрольного управления, приходим к гражданину, он удивляется, говорит, я не получал. А здесь этого удивления уже не будет. Почему? Потому что все будет общая база данных, эти деньги будут там поступать конкретно на счет человека. Он будет обозначен, и он может в любое время зайти на свою страничку и даже с мобильного телефона увидеть, накинули ему деньги или не накинули. Там даже есть такой сигнал, что ему, если там деньги начисляются, то ему там он получает информацию. То есть это уже личный контроль человека своего адреса в том числе. Это очень удобная вещь, и мы, конечно, должны внедрить его побыстрее. Сроки там поставлены правительством Российской Федерации, на контроль держит Минтруд страной. Поэтому я думаю, что мы по графику успеем это сделать. В ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечению пожарной безопасности, вы поручили до конца марта провести все необходимые мероприятия во избежании возможных чрезвычайных ситуаций в республике. Как идет подготовка к сезону паводков в нашем регионе? Она не идет подготовка, мы уже готовы к паводкам, тем не менее это тоже рутинная работа и каждодневная работа. План я утвердил на 2018 год. У нас основные периоды, когда начинается вот паводковая ситуация, это где-то конец мая, начало июня. Вот в этом с 20 мая где-то там по 10 июня. Это когда уже снега обильно тают, там, или дожди, там, ну и так далее. По опыту. Но, тем не менее, у нас есть такие моменты, когда начинаются ранние дожди, раннее таяние. Это и в начале мая могут быть такие паводковые ситуации. Плюс у нас есть уже места, где мы уже знаем исторически или хронически это происходит. В некоторых местах мы это минимизировали, это в горах, особенно в Жиравском районе. Но, тем не менее, на равнинной части Ингушетии остаются эти рисковые площадки. Это и села по Асинскому ущелью, все без исключения, где больше, где меньше это может произойти. Это по реке Назранка, почему? Потому что здесь человеческий фактор плотно присутствует, когда все сделали незаконные вот эти пристройки и постройки. Сейчас, кстати, там работает комиссия, когда мне доложат, мы будем вынуждены некоторые незаконно построенные постройки уже сносить. Нам надо облагородить эту реку, там, по крайней мере, вернуть этой реке Назранке былое прошлое, чтобы она была чистая, хорошая, ну и люди могли бы там отдыхать. И плюс это в ряде территорий Сунжского района, потому что город Сунжа части территории Малгобекского, потому что город Малгобек. Мы над этим работаем, план готов, и я уверен, что мы не допустим такого же там явления. Тем более, если вы знаете, по Икажеву, когда это событие произошло, мы не просто занимаемся ликвидацией последствий, а мы делаем все, чтобы предотвратить уже, чтобы дальше уже больше вот этих случаев, как на улице Бекова в Икажево, чтобы этого не происходило. На этом же заседании говорилось и о мерах безопасности при проведении выборов президента страны 18 марта.
До выборов осталось несколько дней. Можно ли сказать, что Ингушетия уже готова к проведению? Да, до выборов осталась неделя. В следующее воскресенье выборы президента Российской Федерации. Мы готовы к выборам, к проведению выборов. Мы, понятное дело, что в течение недели будем ряд мероприятий проводить, в том числе и показное занятие на одном из избирательных участков. По линии МЧС или правоохраны идет процесс уточнения задач, подготовки, в том числе устранения недостатков, в том числе на избирательных участках, которые были выявлены проверкой и прокуратурой, и МВД, и в целом оперативным штабом, и МЧС по линии пожарной безопасности. Я сегодня хочу сказать, что мы к выборам готовы, и хочу попросить наших жителей, уважаемые граждане, есть разные люди, которые говорят, надо идти на выборы, не надо идти на выборы. Конечно, здесь можно говорить, что это дело каждого. Хотя я так не скажу. Я когда слушаю наших стариков, сейчас посещая вчера даже наших бабушек, поздравляя с днем 8 марта, с каким они рвением говорят сами про выборы. Послушать наших стариков, которых коснулось различные трагические страницы нашей истории, в том числе, когда люди мечтали о своей республике, о своей государственности. У них нет вообще сомнений, пойдут они на выборы, даже старики, или не пойдут. Они мечтали о своей государственности. Когда молодые ребята совершенно без причины или по надуманным себе причинам, или для показухи вокруг показать, что он не в системе координат, он вне, находится где-то, да? Он больше понимает ситуацию, политику партии, правительства, говорит, пишет где-то, или говорит, что я не пойду на выборы. Конечно, удивление вызывает. Почему? Потому что, если ты не пошел на выборы, то какое имеешь ты право вообще потом говорить о чем-то еще? Это галаметали олашхалш, может олваз на хагулбан ердаддава ердаддасвян каштос жбали хотияк и вали право ехать дальше хамаяк и хал, даже если кача бити, но тияк и хануха, есть моральное право. А каштос чандана ваш лидером то лидер, что здесь ждать ходиха лахта вали каштос объявил о совете дивали любой тияк аддаку ахумолов. Син каштос чамучавр. Вали халята шлахт. Это хамаш хадизмен, мы должны это понимать. Да, говорят, право или обязанность. Мое мнение такое. Каждый гражданин республики, страны обязан идти на выборы. Обязан. Где-то есть государства, где даже возбуждаются какие-то дела или административные нарушения. У нас этого нет, у нас демократичное государство, как нигде в другом месте. И можно придумать 1000 причин, чтобы не пойти на помощь соседу, если что-то случается. Не услышал, ни то, ни сё. Можно найти 1000 причин, когда едешь и видишь где-то машина, беда у людей, не остановиться, не заметил, отвернулся. Можно найти 1000 причин, когда где-то нужна помощь с лопатой в руках выйти, канаву прочистить и что-то. В том, что я согласен на то, что это власть должна делать, мне это зачем надо. Вот здесь это тоже можно. Здесь тоже можно 1000 причин найти. Азум саватчик чакда дария, азум заранее решить дария. Оставьте все причины. Идите на выборы и сами своих родных, близких, тем более может не совсем как нам хочется, но все равно будут площадки созданы. Да, те, кто первым проходит, может, они больше достанутся, ярмарка будет открыта. И какие-то лоузеры, идите на выборы, сделайте из этого дня праздник, несмотря на то, что свадьбы, идите на выборы. Это раз. Второе, мне, как главе республики, комфортнее общаться в коридорах власти, когда я знаю, что Ингушетия дала процент явки
процент явки. И этим показалось, что Ингушетия благодарна власти в целом. Власти в целом, которые оказывают сегодня колоссальную помощь для республики. Я сейчас не буду перечислять, там, сколько мы строим, сколько там сделано за последние годы. Поэтому я считаю, что все спортсмены, как одно единое, должны пойти на выборы. Почему? Потому что мы огромную работу провели по спорту. Все работники здравоохранения должны пойти на выборы. Почему? Потому что разница между тем, что было в здравоохранении и сейчас, и какие удобства созданы для людей в белых халатах, и насколько качественно начало обслуживание, конечно, это колоссальное. Все работники образования должны пойти на выборы как одно целое. Почему? Потому что 4 смены, 3 смены школы, это же дикие вещи были. А сегодня и в этом году, в следующем году, опять же, продолжается наращивание этих проектов. Работники культуры должны пойти на выборы. Позавчера мы открывали в ряде населенных пунктов дома культуры. Также в этом году начинается строительство детских садиков, школ. Я сейчас не буду перечислять эти села. А почему люди не должны пойти на выборы? Почему? Это же не покупает власть их голоса строительством детских садиков. Они все равно будут строиться. Но благодарность человека власти не тем, что за кого голосуешь, а тем, что ты идешь на выборы. Что ты, вот момент наступает, когда ты нужен власти. Вот этот момент наступает 18 числа. Ты нужен, твой голос нужен власти. Иди на выборы, приди, проголосуй. И мне, как главе республики, или председателю правительства республики, или другим министрам, очень легко тогда в Москве общаться. В Москве говорить, что нам нужно помочь. И эта помощь, в том числе, когда люди идут на голосование, это помощь. Вот когда некая мадам приехала, она некоторым товарищам, которые там находились, не знаю только кому они товарищи после этого, но все равно, она говорила им, что одним из таких факторов, чтобы там насолить Евкурову, вы можете не пойти на выборы, поэтому за это Евкурова там типа накажет. Ну, конечно, это тоже как вариант. Может, кому-то так хочется. Но я все равно обращаюсь к нашим жителям убедительно и прошу, и сам пойду, и семья моя пойдет. Давайте все вместе, как одно целое, покажем. Мы не будем ни в коем случае рисовать какие-то цифры. И мое мнение в этом вопросе все знают. И нам не надо рисовать цифры там 99 или 115 или 140%. И поверьте, и администрация президента в целом, внутренняя политика, тем более Центр избирком этого и не требует, не допустят вот этих там нарушений. Мы везде ставим режим видео онлайн. У нас на многих участках электронная система голосования, там вообще там. И невозможно, что наблюдатели везде будут. Невозможно кого-либо чем-то обмануть по голосам, кому больше, кому меньше. Поэтому у нас есть хороший соревновательный процесс между населенным пунктом и муниципальным образованием. Поэтому пятницу, наступающую пятницу, обязательно об этом, я думаю, что и имамы в мечетях скажут в части дозволенного по религии, что на выборы ходить надо. Скажут об этом главы сельских поселений, муниципальных образований. И я еще раз обращаюсь ко всем жителям, что, как я уже выше говорил, воскресенье, 18 числа, не вето, а 18 числа воскресенье, именно ваш голос нужен нам. И если мы делаем все, чтобы сделать лучше в республике, сделайте все, что можно, теперь 18 марта прийти на выборы, отдать свой голос. И спортсмены, и врачи, и работники культуры, и работники образования, и бюджетники, и не бюджетники, вообще все жители республики. Сделайте из этого дня праздник, потратьте небольшое время, у кого-то максимум это займет час, а у кого-то 10 минут. Придите на участки и проголосуйте. И давайте покажем, что мы гордимся своей республикой. Мы помним тех, кто стоял у истоков создания республики. Мы помним тех, кто мечтал
о нашей республике, не дожил до этих дней, в том числе и до 92 года, чтобы воочию или 93 года, когда уже начался формироваться новый процесс и администрации главы республики и так далее, которые мечтали. Вот это как раз есть и память. И тем, кто пытается расписывать в интернетах, что ходить надо или не надо, вот вам аргументы, когда надо всем пойти на выборы. Надеемся, что все придут на выборы и что эти выборы пройдут достойно на высшем уровне. Я хочу не надеяться, я хочу в этом вопросе уже точно быть уверенным, что мы все любим свою республику, свою родину. И я еще раз повторяю слова Далгештолт Хамчиева Султана, я всегда буду помнить, когда он говорил, что берегите нашу республику, кроме нас ее беречь некому. Мы там написали красивые слова, что еще он там говорил, что другой родины у нас нет, да? Поэтому берегите нашу республику. К другим темам. На неделе вы встретились с Дмитрием Поляничевым. Расскажите поподробнее, о чем говорилось на встрече. Ну, вот здесь мы обсуждали вопрос, это была чисто протокольная встреча, но тем не менее я и нашего руководителя филиала Роскомнадзора попросил провести серьезную профилактику. И Поляничева тоже попросил оказать содействие, если в этом нужно. Больше выступать по телевизору для молодежи. Сегодня мы говорим, там надо перед молодежью священнослужителей выставлять, которые должны их чему-то учить жизни. Хотя в своем большинстве священнослужители уже по 10-му, по 20-му, по 100-му разу повторяют одно и то же, да? Ну что, грех. Это молодежь уже знает прекрасно. И где-то даже мы, может, и перебарщиваем, да? Почему? Потому что одно дело, когда в мечети говорят, на радио говорят, везде говорят, ну об этом везде говорят. И молодой человек в интернете это тоже находит. Хотя об этом постоянно нужно говорить. Но при этом нету других вещей, которые оберегают, должны оберечь молодых людей от экстремистского направления, террористического характера. Это когда молодой человек там просто не понимая, что это такое, просто или рисунок может выложить на свой телефон, аккаунт там или еще куда-то, или может просто что-то заявление сделать, там, думая, что это хорошо. Ну, еще что-то делать может. Вот по этому поводу у нас есть ряд случаев, когда есть осужденные за эту деятельность. И я попросил, дал поручение, чтобы почаще по телевизору, там, раз в месяц об этом говорилось. И создать площадку, где люди могут обратиться. Но это комплексная работа должна быть, конечно, в том числе с духовенством. Затронем тему новых объектов. Строительство в республике набирает обороты. Открытие домов культуры в Малгобекском районе стало настоящим подарком для местных жителей. Вы приняли участие в открытии. Также в республику приехал советский и российский артист эстрады Евгений Петросян. Такие учреждения требуют, на мой взгляд, квалифицированных специалистов для обучения по разным кружкам. Как вы считаете, вот на селе есть у нас вот этот кадровый потенциал для обучения вот этих детей? Нет, на селе есть кадровый потенциал. Как я говорил, у нас много ребят, которые закончили высшее учебное заведение и сидят там дома, ничего не делают дома. Но у них нет профильного образования, как мы говорим, там, культурологии, да. В этом вопросе, конечно, Министерство культуры, главы муниципальных образований. Вот мы в этом году начинаем строительство еще 8 домов культуры. Они должны не ждать, пока дом культуры достроится, а уже конкурс провести, отобрать директоров. Директор должен быть с профильным образованием. Если такого нет, то он должен поехать на курсы повышения квалификации, получить какой-то диплом в руки, чтобы он понимал, с чем это все едят. И специалисты, которые должны быть тоже специалистами в этом направлении, в кружковом направлении, они, конечно, могут быть набраны из числа тех, кто имеет дипломы, но без работы, но они дипломы имеют по другим профилям, там, экономики, там еще чего-то. Тоже должны курсы повышения квалификации пройти и по своему направлению работать. У нас в каждом селе есть мастера ацахи, так называемые, да, без всякого образования, но они лучше, чем какой-то профессор, могут сделать что угодно. Их надо привлечь, чтобы они именно вели кружки. Это тоже форма такая, хорошая форма. И, конечно, в этих
в домах культуры максимально должна быть такая жизнь налажена. Я требую, чтобы все дома культуры строились, во-первых, с такими свободными площадками, чтобы к домам культуры шел тротуар от главной дороги и асфальт был проложен. Вот в 3 домах культуры, где я был, это сделано. Я думаю, что везде тоже так же. И чтобы в домах культуры было максимальное количество кружков. Почему? Потому что чем больше детей пройдут через эти кружки, а там разные должны быть кружки по настроению, по желанию, тем больше они будут более там, и образованными, и культурными в жизни, и это им поможет в жизни. В дальнейшем, в том числе, кружки должны быть привязаны к каким-то профессиям, чтобы уже с детства ребенок привык к какой-то профессии, чем он и кем он хочет быть в жизни. На сцене Дома культуры вы наградили Евгения Петросяна почетным званием «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия». Он, в свою очередь, выступил перед публикой на новой сцене. Это ведь тоже знаковое событие, да? Ну, скажу так, что Евгений Ваганович заслуживает этого звания. Он и советский, как мы сказали, и российский артист. И я уверен, что благодаря этому званию он сделает и хороший монолог про Ингушетию, проедет республики, выступит в нашей республике. Ну и Евгений Ваганович, он большой души человек сам по себе. И можно в том числе с его помощью наших ребят отправлять куда-то и на определенные просторы России на учебу. Важно, что он как человек большой души понимает и обстановку, и ситуацию, и радуется. Вот эти слова его, когда он говорит, что на открытии детского садика: любите своих детей, больше ласкайте их, больше целуйте. Почему? Потому что после этого они, когда вырастут, будут добрыми, они вспомнят эти ласки матери. Дети не должны быть злыми. Вот это тоже как бы форма. Да, у нас не принято при людях это делать, но в семье, конечно, надо больше внимания детям уделять. Я тоже над его словами задумался. Это что же, она же там ребенка куда-то толкает, его там готовишь к чему-то. Да, при людях, может, там ты хочешь себя показать, ну, сказал. Ну, когда людей нет, надо все-таки понимать, что он ребенок, его надо воспитывать как ребенка, но при этом со своим стержнем. Девочка должна знать свое место, мальчик должен знать свое место. Вот доброта, само понятие доброты, они, конечно, должны присутствовать. Я очень надеюсь, что мы и в этом году, не буду цифры называть, там большое количество помощи федеральных центров школ начинаем строить, и в 2019 году сдаем. И мы выходим там, я думаю, что на уровень уже минимизации вообще там на ближайшие десятилетия там трехсменки в республике благодаря этим школам. И на довольно серьезный процент сокращения двухсменки. И детских садиков строим. Когда эти дети проходят через это вот объекты, детские садики, в том числе ясли, то в этом вопросе мы рассчитываем на то, что дети, они будут более уже приземленные, более мотивированы на какие-то профессии, мотивированы на какую-то патриотичность, чувство долга. И самое главное, я хочу, чтобы они были, ну как бы сказать, если так многим нравятся наши армейские выражения, многим не нравится. В армии было такое выражение, как семья в первую очередь, а служба вне очереди. Это говорилось о том, что если Родина в опасности, ты должен там за Родину жизнь отдать, а у Родины о семье побеспокоиться. Это уже ответственность Родины. Так и здесь. У нас беда, это большая беда нашей республики, нашего народа, то, что мы свое видим ближе, чем республику. Мы привыкли так, и нам надо всегда понимать, что есть республика, есть флаг, государственность. Да, при этом не забывая и свою семью, своих родных, близких. Но ни в коем случае нельзя, принижая роль государственности республики, пытаться свою вытолкнуть. Вот этого нельзя. Мы, конечно, подрастающее поколение в таком духе должны воспитывать.
Вот вы только что отметили, детские сады, объекты новые возводятся. В тот же день, 6 марта, когда были открыты дома культуры, открылся новый детский сад в Малгобеке. На строительство потрачено, насколько мне известно, 189 миллионов рублей. Как вам этот объект? Насколько вы довольны? Объект хороший, построен хорошо, качественно. Понятно, что и моя комиссия в том числе проверяет, и стройнадзор по ходу строительства проверяли. Так особых нареканий нет. В том числе подрядчик там делал дополнительно еще за свой счет работы, те, что они предусматривались в проекте. Этот объект очень нужен. И школа там построена, и вторая школа строится, в этом году мы ее достроим. И детский садик, и в этом году начинаем еще один садик там строить. Поэтому этот микрорайон, 110 гектаров, а там жители оползновой зоны, они полностью в своем радиусе получат вот такую услугу, как и дети в школе, и дети в детских садиках. Единственное, я просил бы там людей не беспокоиться в плане того, что заселение. Почему? Потому что мы специально притормозили вот эти работы по благоустройству территории, так как если сейчас это было сделать или до Нового года сделать, нам пришлось бы переделывать это все. И я надеюсь, мы сейчас ловим погоду, как только сухая погода появится, мы сразу начнем, график разработан, мы это все завершим, и в ближайшее время мы начнем людей уже собирать в Доме культуры на Малгобеке и уже говорить о документах, о ключах, о переселении, о графике, о сценарии, о всех этих вопросах. За последние 8 лет в республике построено порядка 26, по-моему, детских садов. И до середины 2019 года планируется построить еще 5. Уверен, что в этом году будет целый ряд построен объектов. Объекты новые будут построены, да? Ну, я скажу так, что если за все время советской власти, в части касающейся там Чечено-Ингушетии, то вот Ингушетии было построено, если мне память не изменяет, где-то 22 или 24 детских садика. И то они были такие на 60 человек детишек, там ну, максимум на 120 человек детей. То есть вот такие садики были. И в момент самостоятельной республики на 300 тысяч населения, вот их и было вот столько садиков. Мы за буквально там с 9-го года, не скажу, с 10-го года, так можно говорить, с 10-го, а так в целом с 11-го года. Вот считайте, с 11-го года, если у нас в 9-м году было 28 детских садиков, там цифры есть, я сейчас не только по садикам, по школам, по домам культуры, там, по всем по объектам спорта. Это везде такой был провал. Мы были самые-самые-самые отстающие во всех этих направлениях, по больницам, по всем. И если брать в 9-м году у нас было 28 детских садиков, то есть вот считать за все время советской власти, современной Ингушетии мы получили вот столько садиков, то сегодня их у нас где-то 74 даже, не помню там цифру точно. И дальше продолжает строиться. Такая же картина по школам, по домам культуры, по спортивным объектам, по всем направлениям. То есть мы с вами выполняем задачи за эти годы с помощью федерального центра, которые не выполнялись за 70 лет советской власти. За 70 лет советской власти этого не было. Мы были вообще там в страшном таком положении. И сегодня мы хорошо прогрессируем, поднимаемся, и это еще один знак того, что мы обязаны пойти на выборы, еще возвращаясь к выборам. Не то, что я беспокоюсь, что явки не будет. Нет, конечно, явка будет, и все будет нормально, люди всегда ходили, будут ходить. Просто я хочу до людей довести, что мы обязаны быть благодарны тому, что для республики делается. И в этом случае нам легче в федеральном центре, с федеральным министерством, ведомством. Они и так помогают, но еще легче, когда видим вот такое хорошее отношение самих людей и отдачу людей, что они благодарны тому, что делается. К другим темам. Налоговая служба подвела итоги деятельности за 2017 год. В бюджет России в прошлом году перечислено налоговых платежей в размере 4 миллиардов 600 миллионов рублей. Цифры, конечно, впечатляют. Можно ли сказать, что налоговая служба в
полном объеме выполнила задачу? Нет, конечно. В полном объеме нельзя сказать. Надо сказать, что они плановые задачи выполнили, но при этом есть много вопросов, связанных и с теневой экономикой, так называемой, с теневым бизнесом, мы должны там поработать. Ну и по направлениям, по некоторым сборовым налогам, где мы проваливаем, там надо потянуть чуть-чуть, в том числе и по муниципальным образованиям и районам. Сегодня на налоговую службу я эту задачу и поставил, и вместе с Министерством финансов не только должны заниматься сбором налогов, а должны давать оценку муниципальным образованиям, так же, как нам дает Минфин России и Федеральная налоговая служба по нашей деятельности. Почему муниципальное образование многие не добирают налогов, чисто муниципальное? Почему не снижается дотационность, самообеспеченность? Здесь есть вот эта форма, мы здесь над ним должны работать. Я дал поручение, чтобы они подготовили внятные, понятные планы. Ну и, конечно, задачи на следующий год, на этот год, они более амбициозные, потому что выйти за 5 миллиардов по сбору налогов. 7 марта во Дворце спорта «Магаз» прошло такое яркое спортивное событие, флешмоб «Живой флаг» и межнациональная зарядка 18.03.18, посвященная предстоящим выборам президента. В мероприятии участвовало порядка 600 человек, в том числе и почетные гости. Также приехали и депутаты Госдумы. Согласны ли вы с мнением, что вот такие проекты повышают гражданскую активность молодого поколения? Ну, во-первых, можно ничего не делать, вообще ничего не делать. Кому-то нравится понятие флешмоб, кому-то не нравится. Можно ничего не делать, и никто не заметит. Но если мы видим, что вот эти 600 человек собрались и провели мероприятие по популяризации здорового образа жизни, почему нет? Конечно, это хорошо, конечно, это хороший проект, он работает по всей стране. И губернаторы многие друг другу передают эстафету, потому что и я сегодня должен одного из губернаторов принять эстафету по спортивной тематике и другому передать. Тем более, если мы не только как глава региона, но еще в прошлом являемся хорошими спортсменами, почему нам это не сделать? Но это же тоже показатель перед людьми, что мы такие же люди, главы регионов или федеральные министры, или руководители. Посмотрите, как Владимир Ильич Путин или Дмитрий Анатольевич Медведев в свободное время занимаются в спортзале. И это же показатель, что это здоровый образ жизни. Это пример. Пример. Не только для нас, для других. И когда глава региона показывает своим поведением пример, и депутаты Госдумы, и другие чиновники показывают примеры, что нужно заниматься спортом, что это здоровый образ жизни. Почему? Это хорошо очень. И проект очень хороший, и я уверен, что он имеет хорошую перспективу не только на выборы, как мы говорим, 18 плюс 3, 18, а вообще и после выборов президента. Затронем трагическое событие. В результате крушения самолета Ан-26 в Сирии погибло 33 человека. Среди них был и наш земляк, герой Рамзан. Наиболее вероятная версия крушения самолета стала техническая неисправность. Как вы прокомментируете? Dalga Штолт Рамзана, Бейн, Черсиш Карши Замзагор, Масин Далга Штолт, вечная память всем погибшим ребятам. На войне это бывает, нельзя исключать. Есть боевые потери, есть небоевые потери. Вот это называется небоевые потери в плане того, что самолет шел на посадку и по ряду причин потерпел крушение. Конечно, комиссия разберется, сегодня рано говорить о причинах конкретных, разберется комиссия, но все равно это ребята, которые выполняли свой долг за пределами республики, за пределами страны. Они служили, выполняли, дали присягу страны, и когда он уже, Рамзан, кажется, второй раз уже был в Сирии, и никого, ни у него, ни у его товарища не было сомнений, надо ехать, не надо ехать. Все понимают, я особо не понимаю волнение родителей, родных и близких по ребятам, но тем не менее все должны понимать, что это военнослужащие, что они выполняют свои задачи, и если они их не выполнят, то кто-то поедет выполнять эти задачи. Работа довольно серьезная,
у нашего батальона. Они находятся в зонах деэскалации. Они стоят между гражданами, в том числе в своем большинстве мусульманами, и делают все, чтобы обеспечить их гуманитарным грузом, продовольствием, облегчить им жизнь, сделать все, чтобы между собой не было у них стычек по различным причинам или поводам, и добиться того, чтобы там скорее наступил мир и порядок. То есть они, в принципе, выполняя приказы Верховного Главнокомандующего, министра обороны, выполняют те функции, которые предписаны и в религии, да, Нагаяка, Бартби, Барчоби, Бусум Нагаяка, тем более, Машевди. Вот это вещи наши ребята выполняют. Мы торжественное мероприятие провели, побывали на соболезновании в селе. У него с ним был еще брат, и брат тоже прилетел, привез его. Не передать словами, конечно, для родных, близких, тем более жена, 3 детей. Сам, вот, ребята, кто его знал, очень здоровый, крепкий парень, как говорят, красавчик. И вот как-то вот судьба так привела. И это тоже все по воле Всевышнего. И, конечно, мы понимаем, что это первый наш военнослужащий, который погиб вдали от Родины, в Сирийской Арабской Республике. Мы приняли решение укрепить в памяти его имя. И школа, в которой он учился, это школа номер 1 в Нестеровке. Мы ее планируем в этом году новую школу найти, она старая школа, построить на этом месте новую школу. И эта школа будет носить имя Рамдана. Поэтому я пожелал спокойствия, терпения родным и близким, конечно. Уже его не вернешь, но власть и руководство Министерства обороны, силам мы, руководство республики, все сделаем, чтобы оказать всемирную поддержку в содействии семье. Другим темам. На днях администрация главы Ингушетии отметила 25-летний юбилей. На сегодняшний день администрация имеет 2 здания, много кабинетов, залы заседаний, зал славы. Но самое главное, на мой взгляд, это опытные сотрудники. Насколько вы довольны кадровым потенциалом администрации? Ну, сотрудники это ВМД, ФСБ у нас, работники, наверное, будет так правильно. Персонал лучше, наверное. Да. У нас 2-е здание пристроено, в конце года будет еще одно крыло пристроено. Да, легче будет, да, для работников. Почему? Потому что весь аппарат администрации должен быть сконцентрирован здесь. Я доволен деятельностью работы наших работников, в целом всего аппарата администрации, самой работы главы администрации. Без них, конечно, это штаб, это мозг, без них, конечно, работать невозможно. Поэтому, ну, особо я хотел бы сказать, выразить благодарность, сказать спасибо тем, кто стоял у истоков создания администрации. Самые тяжелые времена это Алгештол, в первую очередь, наверное, Плиев Руслан Султанович, который и начинал эту работу. И в последующем вся команда, все, ну, кого я могу там вспомнить, там, вот на память, там, кого помню, это и Дударов Алихан, Тачиев Ибрагим, который уже при мне был, это и Евлоев Зельмхан, который там довольно серьезно поработал. Это сейчас уже Яндиев Магомед. Ну, я могу забыть, и многие-многие другие. Но это главное, это глава администрации, который там консолидирует всех, собирает всех и управляет процессом. И сегодня, конечно, на порядок легче. На порядок легче и работать для наших работников. Почему? Потому что все условия, они совершенно несоизмеримы с тем, что были тогда. В том числе и по образованию, по кадрам, по оргтехнике, даже по бумаге, да, по элементарным вопросам. Сегодня все удобства есть, все нормально. И я еще раз хочу поздравить тех, кто стоял у истоков создания администрации главы республики, ну, и тех, кто сегодня работает, трудится с этим юбилеем, с праздником, пожелать успехов. Что ж, это были все вопросы. Инусбек Георгиевич, благодарим вас за интервью. Спасибо. Я хочу еще раз пожелать нашим жителям мира, спокойствия, процветания нашей республики,
дал борца Бога, дал Баркидел. И еще раз, конечно, в конце хочу еще раз призвать всех, чтобы у нас неделя прошла в спокойном рабочем режиме, и чтобы мы 18 числа все вместе дружно вышли на выборы нашего президента Российской Федерации, и выбрали себе как минимум на ближайшие 6 лет стабильность и такое же эффективное развитие, как сегодня стоит и в республике, и в целом в стране. Баркал, спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели еженедельное интервью главы Республики Ингушетия Юнусбека Бамангиреевича Евкурова. Спасибо за внимание и всего доброго.